Александр Васильев уже 6-й год за баранкой погрузочно-доставочной машины. Его ежедневная задача – это погрузка и транспортировка руды. На днях опытному машинисту доверили новую технику – погрузочно-доставочную машину передового американского производителя. Горняк признается, разница ощутима. До этого на ЛАШ 410 работал. На СТ 1030. Да, как ЛАШ 410 тоже мощная машина, но это мощнее. И объем ковша побольше, побыстрее работы происходит. Хотя сегодня многие говорят про импортозамещение, стоит признать, что альтернатив зарубежным машинам пока нет. Российская техника порядком уступает импортной практически по всем параметрам – производительности, экономичности, комфортабельности, той самой надежности, очень важной в подземных условиях. Именно так оценивают горную технику как бывалые горняки, так и специалисты, напрямую отвечающие за техническую часть деятельности предприятия. Двигатели современной техники обладают повышенной надежностью и увеличенным сроком службы, даже при выполнении самых тяжелых подземных работ. Обеспечивают эффективную работу, низкий расход топлива и уровень выбросов. Имеют сертификат управления по безопасности и охране труда в добывающей промышленности. Кабина машиниста оборудована различными системами для комфортных условий машиниста. То есть там есть вентилирование, кондиционирование воздуха. Сиденье машиниста установлено на виброизоляционных пневмоподушках. Также в машине присутствует современная новая система, то есть это от чрезвычайных ситуаций. То есть если машинист в течение какого-то периода времени не производит никаких действий, то есть машина понимает, что что-то случилось, и она автоматически сама останавливается, глушит двигатель и встает на ручник. Также по своим габаритам машина, конечно, больше, чем та техника, которая используется у нас. Но преимущество в том, что больше также ковш по объему. То есть производительность выше намного. Несомненно, обновление технического парка играет важную роль в деятельности предприятия. Это еще одно условие для своевременного выполнения поставленных производственных планов и задач. Лиана Кириллова, Гуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.